Ассаляму алейкум, Жамагат. Рамазан 2022, лайфхаки, советы и кое-что интересное. Мы второй раз, так сказать, во время Рамадана включились. Я надеюсь, вам эта рубрика понравилась. Сегодня у нас в гостях имам мечети Иордан Рафис Хазрат. Саляму алейкум рахматуллах. Алейкум ассалям. И, конечно же, мы не будем растягивать, да, мы быстренько, коротенечко. Лаконично. Да. Для многих 30 дней кажется немыслимым и неисполнимым и тяжелым. Так ли это на самом деле? В первую очередь хочу обратиться к тем, кто впервые держит пост в этот месяц. С этого начнем, да. Потому что всегда что-то новое пугает. Когда человек с этим не сталкивался в жизни, различные, скажем так, стереотипы о том, что действительно пост месяц Рамадан тяжело держать, я умру от жажды, умру от голода, я еще недостаточно готов, скажем так, к этому пути, разные мысли у людей постигают. И, наверное, поэтому у татар есть такая интересный хитрый лайфхак, который называется 3 дня в начале, 3 дня в середине, 3 дня в конце. По факту, конечно, он никак не соответствует постановлениям шариата. Мы должны полностью весь месяц от начала до конца держать. Но он мотивирует людей, он сподвигает людей, дает им веру в свои собственные силы. Попробуй 3 дня хотя бы в начале, 3 дня в середине и 3 дня в конце. В татарларда есть такая очень хорошая поговорка «башлаган эш биткан эш», говорит, да? Вот если ты начал уже что-то, свой путь, например, то считай, что этот путь уже пройден. Поэтому не нужно бояться, все-таки советую по-другому посмотреть на месяц поста. Не бояться ни в коем случае того, что может не произойти, ведь еще есть такое как бы слово, что вот если начал и не закончил, не смог держать пост, то гнахы кубряк, то есть греха еще больше, да, как бы, и этот стереотип, он немножко людей притормаживает. На самом деле пробовать никогда не поздно, и ни в коем случае не нужно думать о том, что для того, чтобы держать пост, нужен какой-то такой духовный рост. Намаз можешь не читать, постись. Там в другие месяца можешь вести не совсем, так скажем, праведный образ жизни, можешь какие-то совершать грехи, но в месяц Рамадан откажись от алкоголя, откажись от табакокурения, откажись от словоблудства, от того, чтобы рассказывать сплетни друг о друге. Никто, ни для кого не секрет. Не только женщины этим грешны, да, для мужчин тоже 30 дней воздержаться от сплетен – это то еще испытание. И поэтому к Рамазану нужно относиться не как к такой шоковой терапии, не как к какому-то, я не знаю, там, испытанию. Да, концлагерю там, для души и тела. Нужно отнестись к нему с позитивом, испытать себя, свои возможности, насколько ты выдержишь это, и не нужно бояться. Новое – это не всегда страшно. Новое иногда нас выводит на новый уровень развития. И так это вызов. В дальнейшем, в следующие месяца, возможно, сможет удержать вот эту планку, которую он взял в месяц Рамадан. Тем более в месяц Рамадан это сделать намного легче. Шайтаны прикованы в цепях, и они на нас никак не влияют. Поэтому дерзайте. Пусть Аллах всем облегчит, кто впервые это пробует. Мы будем молиться за вас вместе, чтобы у вас все получилось. Иншаллах, да. Чтобы у нас все получилось. Иншаллах. У меня, кстати, есть такая юмореска по поводу этого. Когда у Хазрата спросили, да, можно ли в начале держать, в середине и в конце. Он сказал, можно в начале 10 дней, в середине 10 и в конце 10 дней. Вот, пожалуйста, да. Очень хороший юмор от Хазрата. Да. Мы движемся дальше. У нас пришло уже 1,5 миллиона вопросов. Как вы поняли, за ту передачу мы выросли почти на 500 тысяч подписчиков. Хороший оптимизм. Да, аминь, конечно. Хазрат, вот ответьте, пожалуйста, во время Рамадана можно врать? Ну вот и там оптимизм, конечно, хороший. Аминь, конечно, но слабо верится. Но вы все равно там лайкните и подпишитесь. Все-таки стараются же. Кшеляр Таруша. Супер, да. Вот топ-3 совета, с чем сегодня мне зайти на Рамадан. Без лишних нравоучений. Без дотошных до каких-то лекций. Без лишних нравоучений. Первое, основное, поправить намерение. Да, потому что это важно. Ният, да. Не мода, не фитнес, не диета, а именно ради довольства Всевышнего Аллаха. Многие люди
подходят к месяцу Рамадан как к какому-то испытанию. Вот месяц был такой, проверь себя и так и далее. Нет, все-таки это поклонение Всевышнему Аллаху, и поэтому первое, о чем, в принципе, и Умар радиаллаху анху говорил, о том, что самое сложное, что было мне, говорит, сделать в течение всей жизни моей, это поправлять намерение. Ни для кого не секрет, что у человека есть, скажем так, такое свойство изменять намерение в зависимости от ситуации. Например, делать что-то на показуху, например, садака таратабис, садака бирябис, кшикур бирсин, например. Это расхожее мнение такое. Или делаем какое-то поклонение, чтобы заработать бонус в лице нашей той же самой уважаемой бабушки или родителей, мама там даст, например, какой-то дополнительный бонус. Некий двойные стандарты. Двойные стандарты. Поэтому самое первое, с чем нужно зайти в месяц Рамадан, это исправить намерение. Если у нас были какие-то грехи, они есть у каждого, покаяться, то есть попробовать отнестись к посту как к некому переходу, скажем так, к духовности. То есть вот именно это духовный путь. Второе, о чем я могу сказать, это будьте в коллективе. Легче? Легче, конечно, легче. В любом случае, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, одинокую овцу, которая сбилась от стада, волк съедает намного быстрее. И также и мусульманина, который отбился от своего джамаата, шайтан уводит в сторону. Поэтому следующий лайфхак, наверное, с которым я могу поделиться на своем собственном опыте, держать пост в коллективе намного проще, легче. Пусть это будет коллектив твоей семьи, жена, дети. Пусть это будет коллектив твоих коллег по работе, например. Некий контроль. Некий самоконтроль над собой и общественный контроль. Плюс еще друзья, поддерживать. Друзья, общественный этот. Ну и, конечно же, посещать коллективные приемы пищи ифтары, которые сейчас, благо, в каждой мечети Республики Татарстан, практически в каждой мечети. В городе, так в Казани у нас, где бы ты ни оказался в городе, на карте посмотрел, какая мечеть ближе, придешь, голодным не останешься. Альхамдулилля, ифтары проводятся практически везде, на регулярной основе. Поэтому коллективные приемы пищи, они же не только... Не нужно думать так. Многие так считают, что я в мечеть не пойду, там столы накрывают для бедняков. И оскорбляются, не хотят туда идти. Но мы-то с вами знаем, что есть такие люди, реально. Первая, основная причина, по которой накрываются эти столы, это для духовной пищи, которая нам в Рамадан предоставляется нашими хазратами. То есть ты кушаешь халяльную пищу, разговляешься вместе со своими братьями, встречаешь старых знакомых, ты знакомишься с новыми интересными людьми, слушаешь вагас от хазрата и духовно, конечно же, обогащаешься, и это важно. И таравих. Также Аллах Субханаху ва Тааля по своей мудрости сделал так, что, в принципе, месяц Рамадан, он коллективный месяц. Да. Ни одна дополнительная молитва не читается в коллективе, кроме намаза таравих. То есть bütün sünnet namazlarını сен айырым өзің так оқи аласың, оқырға тиішсің. А именно в Рамадан Аллах Субханаху ва Тааля велел мусульманам собираться за одним имамом и совершать таравих. Третье, это наметить план себе добрых дел. Если мы коснемся инвестиций, то в Рамадан это самая выгодная инвестиция. Если там какие-то банки сейчас предлагают большие проценты, 20% под вклад или что-то. Нет, Аллах Тааля говорит, каждое благое дело, совершенное в месяц Рамадан, Аллах увеличивает от 70 до 700 раз. 1 рубль – это в Рамазан 700 рублей. 10 рублей – это 7000 рублей. И так дальше, да? Аллах Субханаху ва Тааля увеличивает, поэтому сделайте для себя дневник, и в этот дневник впишите благие дела. Накормить соседку, позвонить тете, с которой ты порвал отношения, например, ведь провести ифтар у себя дома, скинуться со своими коллегами, друзьями, чтобы провести ифтар в мечети Ярдаем, например, 260 рублей ланчбокс у нас, пожалуйста, тоже можете обязательно, не игнорируйте эту возможность, накормите инвалидов, незрячих, то есть постящихся, которые к нам приезжают со всех уголков страны. Сделайте так, чтобы Рамадан не превратился в спячку, как это много. Люди жалеют себя же, люди либо на какую-то игру подсаживаются в телефоне, чтобы время убить, либо они начинают больше спать, жалея себя. Ой, у меня таравих был, я ведь всю ночь стоял, у меня сухур, я не досыпаю, мне там 6 или 5 часов сна мало, я давай посплю. Ложатся после обеденного намаза и просыпаются уже ближе к ахшаму, ближе к аузачу. Не надо себя жалеть.
Не надо один раз всего лишь в году 30 дней таких есть, и эти 30 дней должны быть прям плотно забиты благими делами. Ну, Рафис Хазрат, такой вопрос. Что там с деньгами? Да. Что там с деньгами? Рамадан – это месяц добрых дел и месяц, когда мы должны заглядывать в кошелек и смотреть, как мы можем вообще и как мы должны распорядиться нашими финансами. Для богатых людей месяц Рамадана – это месяц отчетный обычно, да, мусульмане, которые на протяжении многих лет уже исповедуют ислам, знают, что Рамадан – это такой якорный месяц, с которого начинается отчет полного года. Да, ведь если у человека есть средства, равные сейчас, по-моему, 500 с чем-то тысяч рублей, то он считается богатым. Вот. И эти деньги должны лежать у него под подушкой, на банковском счету или крутиться в бизнесе, и он из этих денег не должен что-то брать себе, там, например, на лечение, там, на детские кружки. Вот 500 рублей положил, 500 тысяч рублей положил, они лежат в течение года. Год целый проходит, отдай с этой суммы 2,5%, значит, нуждающимся людям принеси эти деньги в мечеть Иордан. Да, очень важно, потому что помощь должна быть адресная, помощь должна направлена быть на нуждающихся людей. В мечети Иордан фонд, который как раз-таки на протяжении 15 лет уже, можно об этом сказать, потому что в этом году нам исполняется 15 лет, имеет огромное количество списков нуждающихся людей, кому адресно эта помощь будет оказана. Это касается богатых людей. Что касается людей, которые средние, да, мусульмане, постились они или нет, все татары, альхамдулилля, платят фитр садака. Да. Фитр садака является искуплением маленьких грехов, каких-то недочетов, совершенные в месяц Рамадан. Вот ураза айында хаталанып бірер гынах қылдық, кімніңдір ғайбат саттық, кімніңдір неттік. Есть такой фитр садака, который все вот эти вот грехи, неровности, шероховатости заглаживает. Фитр садака в этом году 150 рублей. Для кого 150 рублей? Каждый день? Нет. Один раз от одного члена семьи. Например, в семье муж, жена, 2 детей, значит, вот 150 помножьте на 4 и дайте. Для кого 150 рублей? Для пенсионеров, для людей на инвалидности, которые сами же должны платить, для студентов, для тех, которые вот концы с концами сводят. И третье, что также в месяц Рамадана обычно у нас выплачивается, это фидия садака. Фидия садака – это садака милостыни, которая дается людьми, которые не в состоянии держать пост. Они болеют такой болезнью, от которой никогда не излечатся. Это может быть язва желудка, сахарный диабет, какая-то другая болезнь, которая постоянно человека вынуждает употреблять лекарства, например. И он от этой болезни не вылечится. И поститься в зимний период он тоже не может, потому что вот сейчас у нас летний период, там много часов, да, практически 19-18 часов мы постимся. В зимние месяца срок поста уменьшается, поэтому пророк саллаллаху велит нам, чтобы мы использовали зимние месяца для поста. Но если он и зимой не может, то ему положено платить фидия садака. Также к этой категории относят беременных женщин, которые уже, например, ну вот у нас мусульманки же, альхамдулилля, рожают по милости Всевышнего Аллаха. Она первый год ходит в Рамазан беременная, родила и 2 года ребенка кормит, например, да? Когда кормит и беременная, получается, она поститься не может. И вот у нее 3 года набралось, она никак не могла это пропаститься, потом опять беременеет. И опять. И вот так вот бывает, копятся годами. И для тех людей, которые вот уже накопили несколько рамаданов таких, да, и они не могут даже в дальнейшем будущем видеть перспективу, что они будут поститься зимами там и так далее. Для них можно заплатить фидия садака. Фидия садака 300 рублей за 1 день, как раз таки пропущенные. 30 дней умножаем на 300, получается 9000 рублей на сегодняшний день за 1 месяц поста, который человек не продержал. Еще раз, не для всех, а для тех, у кого есть веские причины. Например, болезнь. И еще один лайфхак для тех, кто не хочет. Ну, как бы он же, знаете, у нас такое... Вот Рамазан пришел, денег нет. А ты, как и коммунальные службы, не знали, что зима придет, да? У нас коммунальные службы начинают трубы менять в январе, да? Потому что как будто зима нагрянула нежданно, да? Когда ее никто не ждет. Круглый год меняет это. А в Рамадан-то как? То есть они говорят, я пришел к Рамадану с пустыми карманами. Бюджет мой пострадал от чего-то, от покупок каких-то так и далее. А ты не знал, что придет Рамадан? Ты же мог откладывать, например, в течение 12 месяцев по 1000 рублей, чтобы их, эти 12 тысяч,
в Рамазан правильно использовать. Поэтому вот вам ловите еще один лайфхак. Наконец этого Рамадана начните откладывать в копилочку на Рамадан 2023. Жамагат, здесь все четко, все красиво объяснено. Это было наше второе включение. Я надеюсь, вам понравилось. И я сам уже с нетерпением жду третьего включения, чтобы поговорить о лайфхаках, о советах и как вообще легко пройти пост Уразы. Дай Аллах всем облегчения, иншаллах. И пусть самое главное, Аллах примет этот пост. Амин. Амин, шалай болсын. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху.